татары вот в 1600-е годы, в 700-е годы, потому что был вольный Дон, и среди казаков даже как исторический факт, да, что они писали Ивану Грозному о невозможности крещения всего татарского войска, всего казачьего войска, потому что среди них есть бусурмане, то есть мусульмане. А к концу 17 века вблизи Черкасска появилась станица Татарская, и тысячи ее жителей постепенно стали своими донскими татарами. Сегодня у этого народа здесь все как у всех, но с сохранением культуры, традиций, вкусных секретов. В каждом деле есть секреты. Со всеми секретами делиться нельзя. Кто такая женщина? Это тайна. И также в каждом деле чуть-чуть должен быть остаться секрет. Но один секрет мы все-таки выяснили. Татарские мастерицы готовят все с любовью руками, без, например, упрощающего процесс миксера. Потому и получается вкуснее. Хорошими хозяйками становятся с детства. Готовят, следят за хозяйством, вышивают. Всему этому можно научиться в культурном центре Якташлар. Опытные хозяйки дают мастер-классы, рассказывают свои истории и готовят умелых невесток. Невестку с первого дня начинают заставлять работать. Невестке дают все продукты, и она должна приготовить. И свекруха свой подарок ложит муку. Если лентяйка, невестка, она это кольцо там или что, вот ей положен подарок, она этого не найдет. Невеста должна уметь готовить как минимум пироги, которых в татарской кухне больше 300 видов, с разными начинками. У Сании Зинатуллиной стаж хозяйки чуть ли не с рождения. Росла старшей в большой семье, с 10 лет доила коров. Теперь готова научить девочек и взрослых печь пирог с творогом или любым другим наполнением. С курагой, с черносливой идет, потом можно с мясом. Картофельный пирог. Это называется деревенский пирог. Вот. Сара, продолжай. Сливочное масло, кстати, должно быть как можно жирнее. И если на русской кухне принято общаться с тестом, то здесь достаточно прочитать молитву перед готовкой и всегда быть в хорошем настроении. Пока один пирог подходит, второй затевает Раися Дашкина, чья семья переехала на Дон, можно сказать, со второй попытки. После революции вот это раскулачивание, они все рассыпались, как горох по всему свету. И бабушка с дедушкой приехали сюда, в Ростов. В 29 году у меня бабушка, случилось несчастье, она умерла, осталось 3 детей у нее. И дедушка, он не смог работать, пришлось забрать детей и уехать обратно в деревню, в Пензенскую область. А потом в Ростов приехали родители после свадьбы. Раися называет себя ростовской татаркой, но держит связь с родиной семьи. У нас периодически какие-то мероприятия с родственниками, также пироги печем, перемячи жарим. Гости приезжают с Пензенской области. Рядом катают домашнюю лапшу, тугое тесто тяжелее раскатывать, зато потом легче резать. А в соседней комнате идет мастер-класс по украшению платьев для похода в мечеть. На мне такой наряд, и я так поняла, это не праздничный, это что? Это мусульманский наряд, это татарский центр, девочки нашего татарского центра приготовили вот такие вот платья. Мусульманские с шарфиками. Куда я могу в нем пойти, допустим? Это у нас сейчас не строится, а реконструируется мечеть, увеличивается, расширяется, потому что очень много прихожан. Но кроме прихожан еще ходят туристы к нам в мечеть. Вот. И когда туристы приезжают, не всегда они одеты подобающе. А для подобающего вида наряд украшают узорчатыми рисунками из бисера, где во главе цветы чаще всего тюльпаны. Верх и рукава расшивают серебряной и золотой тесьмой. Центр Якташлар, что в переводе земляки, маленький творческий Татарстан для татар Дона. Здесь готовят, поют национальные песни, учат язык и, конечно, дружески принимают гостей.